Кизлевский воздух сегодня пропитан ароматом кофе, потому что в эти дни здесь проходит праздник любимого напитка крымских татар – Крым Кофе Фест. Кому нужны пляжи, когда море здесь? Море кофе на старых улочках Кизлева, рядом с Одон-базар Капусы. На выходных Кизлев стал центром притяжения для всех любителей, ценителей и знатоков этого ароматного напитка. Гостей ждали выступления артистов, мастера-ремесленники со всего Крыма, ну а главное – мастер-классы, на которых профессионалы делились со всеми секретами, которые таит в себе кофейное зерно. Вообще существует большое количество обработок кофе. Один из них – это самый популярный натуральный способ обработки кофе. Это когда кофейную ягоду собирают на ферме, а потом выкладывают на так называемые африканские кровати. Это бетонная площадка специальная, на которую выкладывается ягода и сушится там на протяжении 4 недель до 6, до 7. На следующем мастер-классе мы уже сами попробовали пожарить кофе в особенной керамической сковороде «Аскерка». Артем, а в чем секрет правильной обжарки кофе? Ну, секрет очень простой. На самом деле обжарка кофе – это кулинарный процесс. Тут надо пробовать, делать выводы, вносить изменения в обжарку и таким образом влиять на вкус, и с каждым разом ваш кофе будет вкуснее. А интенсивность, длительность – это все тоже, да, как-то влияет? Конечно, да, мы можем пожарить быстро, можем пожарить долго, и это будет разный вкус. Угу. Давайте попробуем что-нибудь сделать. Для обжарки кофе нам понадобится сковородка, горелка и устройство для охлаждения, ну и зеленый кофе. 10 минут на обжарку, минута на охлаждение, и ароматный кофе, обжаренный своими руками, готов. Кофе, пожаренный своими руками, всегда будет для вас самым вкусным. Я прошел через это. Это мой личный опыт, и так оно и есть. Поэтому надо жарить кофе самому. Главная опасность, подстерегавшая нас на Крым Кофе Фест, это сбиться со счета, когда пьешь чашку за чашкой, стаканчик за стаканчиком. Нашим гидом на фестивале стала Ленара Сейтмамбетова, менеджер кофеобжарочной компании «Хаве», главного кофейного спонсора праздника. Амет, ты пил сегодня кофе? Я сегодня уже пил кофе раз 20. Меня сегодня просто все угощают кофе. Вот просто каждую минуту, наверное, я пью кофе. Уже 20-й, наверное, раз пил. Вот видите, вот снова кофе. Вот так у нас проходит Крым Кофе Фест. Кофе здесь действительно очень много. Очень много. Ну вот опять кофе, понимаешь, Динара, о чем вообще Крым Кофе Фест? Крым Кофе Фест – это атмосфера, эмоции и море кофе. Своим видением смысла и содержания Крым Кофе Фест с нами поделилась идейный вдохновитель фестиваля, основатель этнокомплекса Одон-базар Капусе Диляра Якубова. Это все о кофе. Это все о бархатном сезоне, о бархатной погоде, о хорошем настроении. Кофе-фест о том, чтобы напомнить, что этот напиток вшит в наш QR-код, и что для нас это больше, чем напиток, это ритуал гостеприимства. И если все, кто приезжают сюда, будут чувствовать наше тепло, гостеприимство, то это же здорово, они будут наполнять эти улочки своей энергией, увозить отсюда воспоминания добрые, потому что наш девиз звучит «Позвольте нам стать частью ваших воспоминаний». Крым Кофе Фест привлекает самых разных гостей из разных уголков мира. Я первый раз был в Крыму в 1971 году. И после этого я постоянно сюда приезжаю. Мне понравилась та открытость, которой выступают здесь артисты. Особенно крымско-татарского ансамбля, как он называется? Хайтарман. Поражены масштабом всего действия для нашего города Евпатории. Это очень ценный, такой значимый день, когда можно окунуться в атмосферу нашего города, потому что город с такой большой историей, он достоин быть впереди всей нашей республики. Крым Кофе Фест обещает вернуться в следующем году, и нас ждет еще больше музыки, еще больше мастер-классов, а главное, еще больше кофе. Вот так прошел первый день Крым Кофе Феста. День был очень насыщенный, было очень много кофе, и я сейчас выпью мою последнюю чашку кофе на сегодня. Снял? Амет, стой! У нас еще не все кофе выпито на сегодня.